Они герои нашего времени. Люди, которые, сгорая, сами спасли других. В самом начале мероприятия в зале звучит гимн для врачей. Его исполнили солисты филармонии имени Аднана Шахбулатова. Это первый концерт со зрителями в новом дворце торжеств имени Дагуна Амаева после снятия ограничений. Но рекомендации Роспотребнадзора соблюдаются в полной мере. В это сложное для всех время главными героями всех сводок, всех новостей, всех происшествий, наверное, были это работники нашего здравоохранения, наши любимые, дорогие врачи, без которых, как оказалось, нам вообще никак нельзя. Это вот такая, наверное, небольшая благодарность от нас, от работников культуры, от лица всех жителей нашей республики, людям, которые в самое сложное время пожертвовали своим здоровьем, покоем, своей семьей, отдыхом и стояли на страже нашего с вами здоровья. Чеченские врачи, как и их коллеги по всему миру, встали на передний край борьбы с коронавирусом. Не жалея своих жизней, они боролись с невидимым врагом. С начала эпидемии в республике скончалось 9 медработников. Их память почтили минутой молчания. Желание помочь всегда было для них первостепенно. Лишившись комфорта, они, показывая усталость и зная, что подвержены опасности, они не остались в стороне и до конца сражались с невидимым врагом. Для гостей подготовлена насыщенная программа. В частности, телеканал «Грозный» представил небольшой ролик о работе медработников в период пандемии. Звезды чеченской эстрады отвечали за веселую часть вечера. Они исполнили как новые песни, так и всем уже известные хиты. Нам оказывается огромное, колоссальное внимание, поддержка и моральная, и материальная, как начиная от первой санитарки, заканчивая главным, всем оказывается и больным огромная поддержка. Хочется сказать огромную благодарность за все, что для нас делалось, делается по сегодняшний день. И руководству республики, и Рамзану Ахматовичу Кадырову, и министру здравоохранения Чеченской республики Сулейману Ильхану Абдуллаевичу. Спасибо большое. Добрый юмор говорят именно про этот. Чеченские юмористы благодарность врачам выразили по-своему. Все миниатюры посвящены медицинской тематике. Дорогие друзья, для начала представьте случай в сельской больнице. Так, давай же никуда огонь хлебается. все вообще. Ну, пытайте, добавь без раза. Нет, бесполезно уже, все. Да, все вылит. Да нет, нормально, помню. Да нет, не помню. Просто... Чеченская республика пережила одну из самых масштабных пандемий по России. Дело в том, что у нас высокая плотность населения, высокий коэффициент семейственности, и это создало почву для неблагоприятного течения. Но то, что сделал глава в рамках подготовки и борьбы с новой коронавирусной инфекцией, позволило нам чувствовать себя всегда спокойно, уверенно в своих силах. В самое тяжелое время количество свободных коек у нас было более 25%. Кислородом были снабжены практически все койки, скорой помощи достаточно. Одним словом, мы справились эффективно, результативно именно благодаря помощи и вниманию главы республики. Чеченская республика находится почти на последнем месте по количеству прироста новых случаев заболевания COVID-19 в России. Такой результат достигнут благодаря оперативно предпринятым мерам руководством региона и самоотверженному труду врачей. Шамиль Эрсанбиев, Имран Абазаев, Аюб Шахидов. Неделя.